Деятельность отрасли здравоохранения Горного Улуса направлена на решение приоритетных задач по исполнению указа главы Республики Саха-Якутия номером 1782 от 31 марта 2021 года о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха-Якутия. По формированию ответственного отношения к своему здоровью, укреплению системы здравоохранения на основе создания профилактической и персонализированной модели медицинской помощи на всех уровнях ее оказания, развитие специализированной и высокотехнологичной медицины, развитие медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи. Структура районного здравоохранения в 2023 году была представлена круглосуточным стационаром на 69 коек и дневным стационаром на 23 коек, районной поликлиникой на 185 посещений в смену, 5 врачебными амбулаториями и 3 фельдшеро-акушерскими пунктами. По штатному расписанию врачей предусмотрено 43,75 единиц. Физических лиц работает 34 человек, то есть укомплектованность врачебными кадрами составила 77,7%. В отчетном году прошли первичную переподготовку по специальности ультразвуковая диагностика, хирургия, психиатрия, организация здравоохранения. Учреждение оказывает поддержку молодым сотрудникам в плане профессионального роста и направляет специалистов на повышение квалификации. По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районе работают 9 специалистов по следующим направлениям: рентгенология, травматология, терапия, хирургия, фельдшер по 1 специалисту, педиатрия и акушерство по 2. В рамках указа главы Республики Саха-Якутия номером 1782 целью создания профилактической и персонализированной модели медицинской помощи на всех уровнях ее оказания приняты следующие меры. На данный момент внедрены современные методы диагностики, расширился спектр лабораторных исследований. Для клинико-диагностической лаборатории приобретен иммуноферментный анализатор. Внедрены новые методы диагностики женских онкологических заболеваний – это жидкостная цитология. Диагностическое отделение пополнило свой арсенал новым цифровым флюорографическим аппаратом. Внедрены эндоскопические исследования. Внедрение в практику травматологической службы больницы малоинвазивной операции интрамедулярными штифтами. Этот способ позволяет не просто спасать больных с переломами костей, но и быстрее возвращать их к активной жизни, начинать раннюю реабилитацию пациента. Автопарк больницы расширен автомобилем УАЗ. Передали в Шалагонскую врачебную амбулаторию для обслуживания вызовов. В числе первостепенных задач горной ЦРБ – проведение профилактических мероприятий для устранения непосредственных причин и условий, порождающих заболевания. За прошлый год диспансеризацией, профилактическими приемами была охвачена большая доля населения Горного Улуса. План по диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, профилактическим осмотром несовершеннолетних выполнен на 100%. Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям осуществляются выезды мобильной врачебной бригады в Наслеге, в том числе труднодоступные. Помимо проведения консультаций, врачами проводится отбор пациентов, нуждающихся в дальнейшем обследовании в условиях ЦРБ и республиканских медицинских организаций. По Горному району преимущественную часть заболеваемости составляют болезни системы кровообращения – 24% и глазные – 20,6%. Совместно с Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей отработана схема маршрутизации таких пациентов через трансфер. Организовывается для проведения оперативного лечения выезды мобильных офтальмологических бригад в район, а также выезды
выезды автобусов с пациентами в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу. Для улучшения паллиативной помощи Горная центральная районная больница участвует в пилотном проекте системы долговременного ухода совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Пилотный проект разработан в целях обеспечения ухода, патронажа и оказания медицинской помощи на дому. Открыт кабинет онкоскрининга для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. В этом году начал работу новый специалист, врач-онколог. С прошлого года у нас открылся кабинет онкоскрининга, работает фельдшер Сидорова Марьяна Григорьевна. И с прошлого года у нас работает опытный специалист, врач-хирург Федотов Иван Иванович. И в целях раннего выявления онкологических больных этот кабинет онкоскрининга фельдшер проводит анкетирование и по результатам анкетирования направляет на исследование. И вот тот же день, если выявляется подозрение на онкологическую патологию, тот же день проводит. Стараемся провести все необходимые исследования и направить в онкологический диспансер. У нас работают очень опытные специалисты. По внедрению цифровизации организация реализует проект «Цифровой профиль жителя Горного района», в рамках которого собрана карта здоровья каждого жителя в цифровом виде в единой информационной системе и переходит на электронный документооборот. До 2025 года планируется осуществить проведение медико-генетического исследования жителей района и прикрепить данные результатов к электронной карте болезни в целях выявления наследственных заболеваний или склонности к генетическим патологиям. В целях улучшения диспансерного наблюдения пациентов, состоящих на учете с диагнозами ИБС, глазные болезни, также проведение диспансеризации, профилактического медосмотра до 1 года реализованы 5 проектов в рамках внедрения бережливого производства. В рамках бережливого производства у нас сделан проект «Ромашка», где в День здорового ребенка по четвергам дети до года осматриваются всеми узкими специалистами в одном кабинете по избежанию очереди и пересечения потоков. В целях улучшения качества диспансерного наблюдения с пациентами, состоящих на учете у терапевта с ишемической болезнью сердца, организовано у нас сообщество. Там ходят все пациенты, состоящие на учете с ишемической болезнью сердца. И имеется куратор. Это сообщество названо Сюрахкантапта. Этот куратор постоянно вступает в контакт с этими пациентами, информирует их, например, информирует о последствиях заболевания, контролирует прохождение ими диспансерного наблюдения и диспансеризации, и профилактического осмотра, помогает для записи пациентов к терапевту. По завершении реализации проектов Горной ЦРБ присвоен статус «Лучший практик местного образца». В рамках проекта «Инцидент-38» для снижения очередности в амбулаторно-поликлиническом подразделении организована запись на прием к врачу через госуслуги, регистратуру, контакт-центр. Для удобства населению и в целях улучшения маршрутизации пациентов контакт-центр перешел на единый номер 122. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, возведено модульное здание врачебной амбулатории в труднодоступном селе Кептень. В амбулатории есть все необходимые кабинеты. Также имеются койки дневного стационара. Кроме того, кабинеты оборудованы по стандарту, а вход специальным пандусом для маломобильных пациентов.
Улучшение демографических показателей, снижение смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, проведение профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Горного Улуса, повышение качества диспансеризации пациентов с неинфекционными заболеваниями, улучшение качества оказания помощи, внедряя новые технологические возможности диагностики и лечения, целенаправленная работа по снижению смертности по болезням системы кровообращения и показателя онкозапущенности. Необходимо на уровне первичного звена усилить мероприятия по раннему выявлению онкопатологии путем профилактических осмотров. Принятие комплексного плана по снижению смертности от предотвратимых причин на территории района. Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних. Формирование квалифицированного кадрового потенциала. Планируется профессиональная переподготовка на гериатрии, клинической фармакологии, эндокринологии, курсу «Скорая медицинская помощь» и повышение квалификации врачей и среднего медперсонала на сертификационных циклах, тематических усовершенствованиях, стажировках на рабочем месте, а также обучение в симуляционных центрах. Открытие кабинетов кардиолога и эндокринолога для обеспечения доступности профильной помощи населению. Продолжение работы по внедрению информационных технологий в первичное звено здравоохранения. Обновление медицинского оборудования согласно порядкам оказания медицинской помощи компьютерного парка. Обновление и улучшение материально-технической базы больницы. Повышение удовлетворенности пациентов в рамках реализации пилотного проекта «Стимул» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации. В соответствии с проектом работа ведется по улучшению процессов диспансерного наблюдения, профилактических мероприятий, приема пациента по заболеванию, маршрутизации пациентов и качеству оказания помощи. До 2025 года планируется осуществить проведение медико-генетического исследования жителей района в целях выявления генетических заболеваний и прикрепить данные результатов к электронной карте болезни в целях выявления наследственных заболеваний или склонностей к генетическим патологиям. Коллектив Горной ЦРБ имеет реальные возможности и потенциал для всемирного улучшения медицинской помощи, уверенно смотрит в будущее и займет достойное место в медицинской отрасли республики.